вторая часть нашего интервью Михаила Васильевича Мосина, который вошел в нашу инициативную группу по увековечению памяти и восстановлению доброго имени репрессированных земляков на территории Мордовии. Михаил Васильевич. Ну вот по поводу того, что вы задали вопрос, то есть то, что там НКВД, то есть проводили своего рода чистки среди тех людей, которые, собственно говоря, хотели мыслить и предложить свои идеи для развития общества. По сути, я читал книгу «Секретарь Сталина», это Бажанов, его фамилия. Мне кажется, тоже читал, да. В молодом возрасте попал в политбюро и работал сначала у Молотова, потом Сталин взял его делопроизводительное политбюро. И вот он пишет, что когда приходили списки от Кагановича из Украины, потом Каганович был первым секретарем партии Украины, он то есть представлял списки, Сталин красным карандашом ставил плюс, этот человек сохранялся, минус, этот человек убирался. Вот это уже было ужасно, поэтому эти списки потом раздавались, и поэтому некоторые говорят, что ну, Сталин здесь ни при чем, то есть, по сути, при чем тут Сталин, когда друг друга некоторые предавали и так далее. Как ни при чем, когда красным карандашом проводит эту политику. Это же ужасно, это же страшно. Все... Об этом весь мир знает. Эта книга, не то, что я читал, эту книгу я читал в Финляндии, но дело в том, что в те времена еще нельзя было здесь читать в советское время. Вот. Но это, коль Финляндия, это во всем мире эта книга была. Это все, об этом все знают. Весь мир знает об этом. Тут было преступление века, категорически. НКВД творили страшные чудеса, не дай бог. И вот основатель общества «Мемориал» хорошо как бы сказал точно, что все до одной вот, репрессивные массовые кампании, раскулачивание, там, коллективизация, депортация разных народов, десятков народов, большой террор, все они начинались с документа, который ЦК выносила, значит, Сталин, и все завершались с постановлением ЦК. То есть он начинал все репрессивные кампании, он заканчивал, когда считал, каждую кампанию сваливал на кого-то, коллективизация, видит, 2,5 миллиона людей митингуют, он пишет, это на местах головокружения от успехов. Дальше большой террор устраивает, говорит, это Ежов виноват, это потом еще другой. То есть снимал с себя ответственность, но все до одного он начинал. Назначал ответственных и уничтожал всех свидетелей своих преступлений. Безусловно, это так. Потому что во всей, прямо скажем, мировой литературе теперь, или в литературе мира, это все имеется, это все раскрыто капитально. И кто есть кто был кто, все показано. Например, был середняком сосчитали моего деда, который имел Курпарушку вместе с соседом по селу. И за это, по сути, он... А это что значит? Курпарушка — это вот когда из проса делают пшено и так далее. То есть крошить крупу. То есть из шелухи снимать, шелуху снимать, и крупа остается как гречку и так далее, для каши. И вот он сам занимался один, никто у него не был, то есть наемников у него, как наемных рабочих у него не было. То есть изобретатель был, да? Сослан был в Казахстан, и, естественно, там скончался мой дед. За что? Собственно говоря, не за что. Он создал, собственно говоря, местные возможности для того, чтобы село жило лучше. То есть, во-первых, ограбили, во-вторых, депортировали, в-третьих, условия жизни. Считаю. То есть, три крупнейших преступления совершили. Да, это все было капитально. Я говорю, что читать эти материалы, и это прямо волосы сдают дыбом. И вот, значит, стенограмма. То есть, наверняка стенограмма по поводу совещания руководителей НКВД в 1937 году есть и в архивах мордовских, но
как по всей стране, это по причинам как бы мне как бы недостойных для меня, неубедительным для меня, они засекречены. Но как бы я думаю, еще на нашей жизни они откроются, и там будет, видимо, примерно такая же стенограмма. А это стенограмма по Западно-Сибирскому краю, которую, приехав из Москвы после совещания у Ежова, за несколько дней до издания знаменитого приказа о начале большого террора провел вот начальник Западно-Сибирского УНКВД Сергей Наумович Миронов. И вот он объясняет, как организовывать вот эти выполнения лимитов по уничтожению людей, как захоранивать, как автомобили находить. Вот минуты 3, Михаил Васильевич. Кстати, у нас тоже в Мордовии такие процедуры производились в 30-е годы. И когда вот наше общественное движение обращалось родне Рябова, по сути, она, кажется, является двоюродной племянницей Рябова, она обращалась, потому что они были расстреляны, вот вы сказали, где-то около, на юго-западе. Да, у Богоявленских родников. Да, вот там они расстреляны были. Она просила, чтобы там поставить хотя бы какой-то крест. К сожалению, это было не сделано. Вот, что эта инициатива у вас работает в этом плане, это правильно, потому что нужно обязательно это увековечить, исключительно, потому что все должно быть в истории, по сути, мы должны даже нести ответственность за тех НКВДшников, которые не понимали эти вещи, может быть, или исполняли свой долг. Но этот долг был навязан соответствующими людьми, о которых мы уже говорили. Поэтому мы обязательно должны все-таки этот вопрос дополнить дальше. По сути, этот процесс уже пошел, по-моему, многие уже книги изданы, сколько репрессий было и в Мордовии, и в Мариэл, и в других республиках. А теперь надо продолжить, потому что, чтобы категорически это не повторилось, спаси, как говорит Бог. А если бы Рябов Анатолий Павлович остался в живых, то что бы он еще сделал? Научные школы, по сути, вот, литературу? То есть то, что он предлагал, то есть создавать терминологию в мордовских языках, не только то есть, мордовскую, но и интернациональную, он, в общем-то, прогрессивно рассуждал. Не то, что там был националистом. Категорически его националистом нельзя было назвать, потому что он был профессором России, СССР. Поэтому он именно эти идеи создавал, то есть улучшал и как бы совершенствовал наш язык. И вот те идеи, которые были ему конкретно предложены в те времена, 30-е годы, они, собственно говоря, сейчас учитывается. Вот в 1993 году, когда у нас конференция была, в 1993 году, мы, то есть его идеи воскресили, например, в системе словоизменения, например, словообразования и так далее, чтобы учитывать основу слова. То есть основа слова в литературном языке, то есть на диалекте, то есть не полностью основа слова, а он говорил, что надо сохранить основу слова и потом уже к этой основе прибавлять и словоизменительные, то есть суффиксы, и словообразовательные суффиксы. Но это не было сделано. А потом в 1993 году, и особенно в 2010-2008 году, когда конференция прошла, мы его идеи сейчас воскресили, собственно говоря. Потому что они очень реальны, они прогрессивны, и, собственно говоря, в этом сделал он бы многое, потому что тогда не только он очень активно работал, тогда они не ленились в этом плане, я бы сказал, они не искали, кто-нибудь что-то делает, они лично сами друг друга критиковали, они до потери пульса, я бы сказал таким словом. Они беспощадно критиковали друг друга во всех отношениях, потому что это был творческий процесс, и надо было этому процессу просто дать возможность, то есть в споре рождается истина, и это, в общем-то, этот процесс или эту идею надо было бы сохранить. Но нет, стали преследовать, кто хочет, то есть какое-то национальное слово воскресить и так далее. Это же смешно. Михаил Васильевич, Конечно, это трагично было.
И для того, чтобы он признался, его избили до такой степени, это известный факт, что у него даже глаз вытек. И он, когда его вели на расстрел, он шел в объятиях брата, потому что сам он идти не мог. Об этом было сказано. Итак, стенограмма, которая приходила в Сибири, но наверняка с другими фамилиями, она приходила и в Саранске, в центре Саранска, когда организовывался процесс по выполнению приказа 20447. Вот Миронов дает указание. Чем должен заниматься начальник оперсектора, когда он приедет на место? Найти место, где будут приводиться приговора в исполнение, и место, где закапывать трупы. Если это будет в лесу, нужно, чтобы заранее был срезан дерн, и потом этим дерном покрыть это место, с тем, чтобы всячески конспирировать место, где приведен приговор в исполнение, потому что эти места могут стать для контрреволюционеров, для церковников местом религиозного фанатизма. Аппарат никоим образом не должен знать ни место приведения в исполнение приговоров, ни количество, над которым приведены приговора в исполнение. Ничего не должен знать абсолютно, потому что наш собственный аппарат может стать распространителем этих сведений. Я лично советовал бы для начальников секторов, где большое количество арестованных, над которыми будут приводиться приговора в исполнение, если есть там 2-3 тюрьмы, использовать несколько мест для приведения приговоров в исполнение. И не приводить в исполнение приговора в районах. Это как правило. В районах категорически запретить приведение приговоров в исполнение, делать это только в оперсекторах, то есть в столицах. Вопрос о дисциплине конспирации. Дисциплина должна быть боевая. Нарушение конспирации может провалить весь второй этап операции. Болтуны могут привести к провалу. Я бы считал необходимым установить такой порядок, чтобы кроме вас и 2-3 человек никто не знал в аппарате количество арестованных, чтобы один из сотрудников аппарата не знал дела другого, чтобы лишнего никто ничего не знал, тем более, что оперативников у вас будет мало. То есть они даже от своих сотрудников скрывали, не то что уж. Чтобы не было информации. Да, а потом их пристрелили. Вам скажу по этому поводу. Да. Кончил, нет? Нет, я потом продолжу еще. Скажите. Представьте себе, Николай II отрекся от престола. Что нужно было? Просто категорически его пальцем не трогать. Он достойно ушел с престола. Ну ладно, он как был царь, но за что расстрелять еще 6 человек этой семьи? За какие грехи? И детей, и врачей, и гувернантов. Невозможно, это же идиотизм. И врачей, да. Это сплошной идиотизм, это же более чем фашизм. Ладно, фашизм зародился, ну, у Гитлера фашизм зародился уже в 1933 годы, когда он пришел к власти, или может быть даже раньше. Но они брали пример с большевиков. Предупреждали уже, Сталин в 1923 году уже предупреждали. Я позабыл, один из членов Политбюро говорил Ленину и Сталину, что будет фашизм, уже зарождается фашизм в Германии и так далее. Надо препятствовать этому категорически. Вторым интернационалом этот вопрос надо решать. И тогда Дмитров, болгарин, пришел к Сталину где-то уже в 1933 году, и до избрания Гитлера на этот пост канцлером Германии. Он говорил, надо поддержать немецких коммунистов, чтобы они не допустили Гитлера к власти. Сталин, Дмитров ушел, Сталин своему, то есть помощнику или кому-то членов Политбюро говорит, что может соображать в мировых процессах этот Дмитров, апельсинщик, это в Болгарии только апельсины выращивают. Это было игнорирование тех процессов уже. А, собственно говоря, что плохого предлагал Дмитров? По сути, он уже этим как раз старался, чтобы Второй мировой войны не было. Где-то мы потеряли 28 миллионов населения. Но Сталин любил лизоблюдов, а вот Тельман, коммунисты, они не хотели на коленях падать перед Сталином. Сталин, наверное, решил, пусть лучше Гитлер, чем вот эти коммунисты. То есть... По сути, да. Так что вот такая картина. Это же страшное преступление расстрелять царя и его семью
ни за что. А еще как там стреляли от плеча, зашли То же самое, стрелы, все справа налево расстреляли. То есть до сих пор не могут определить, ну сейчас уже определили останки и принадлежность этих, собственно, трупов кому из членов семьи. Это же ужасно. Продолжаю стенограмму. Вот он, этот начальник НКВД по Западно-Сибирскому краю говорит. Надо позаботиться и о горючем. Сейчас уборочная, и с горючим возможно затруднение. Нужно, чтобы через 3-4 дня наряды были даны, и запас этот являлся неприкосновенным фондом на местах, иначе вы не свезете арестованных и не вывезете расстрелянных. Товарищи начальники секторов, в вашем полном распоряжении все районные аппараты, и вы отвечаете за дальнейшее движение всех дел по сектору. Если вам надо забрать всех машинисток в оперсектор, забирайте. Если надо забрать милиционеров себе, берите. У вас будут небольшие воинские гарнизоны, и начальнику сектора предоставляется право, если нужно, вовлечь в следствие и командный состав этого взвода, то есть все на службу репрессиям. Для приведения приговоров в исполнение отберите начальника тюрьмы из курсантов, из фельдсвязи, причем отберите с таким учетом, что надо будет копать, грузить, отвозить. Машины мы дадим, а шоферов у нас нет. Это вам надо также учесть. Всех заведующих кладбищами и посадите туда своих людей. А если это контрики, прямо арестуйте их. На это время можно посадить своих людей из оперативников, из кого хотите, и платите сколько угодно. Посадите на это дело члена партии из работников милиции, фельдъегерей. Начните это завтра же, тогда мы перестрахуем себя. Когда на кладбище будет свой человек, вы себе развяжете руки. Я не представляю ни одного заведующего кладбищем, которого нельзя было бы посадить. Подберите материал и посадите. Если не хватит охраны в момент приведения приговоров в исполнение, вы можете установить усиленную охрану. Значит, когда рассматривал эти материалы газет, газеты 20-х годов, до 20-х годов, 20-го года, начиная до 30-го, до 32-го года, в газетах были торжественные, в общем-то, то есть, я бы сказал, гуманитарные взгляды на создание национальной культуры, воскрешение языков и развитие этих языков, традиций и так далее. В течение 10 лет это все было великим благом для национальных меньшинств. Но когда вот после 1933 года Сталин стал выступать, уже в 1934 году был расстрелян Киров. Вот началось, собственно говоря, явление репрессий капитальное. А газеты, вот эти газеты 30-х, начиная с 1933 года до 1938 года читать, я уставал читать эти газеты. Нам нужно было материал собирать для монографии обязательно из этих газет. Ну, тогда просмотрели в течение 6 лет над этими пособиями, то есть над монографиями работали. Здесь, когда уже вам скажу, в этой книге сколько рассмотрено, нет, цифры здесь имеются исключительные. Так, сколько здесь, сейчас скажу, сколько использовано страниц, то есть газетных материалов. Так, статистические данные проанализированных текстов по определенным периодам, лексико-тематическим группам за 20-20 электронный корпус. Все это в электронном корпусе находится, естественно. И вот количество выбранных текстов, например, с 20 по 38 год. То есть по первому виду, значит, у нас на 4 группы была лексика распределена, то есть материал распределен. Первый, значит, политические тексты, потом общественно-политическая литература, потом социальная литература и хозяйственная литература, и, естественно, тексты по хозяйственным вопросам и так далее, и художественная. Вот по этим видам смотреть. По первому 38, это, по второму 26, по третьему 47, по четвертому 24. Идет вот здесь общее количество слов по литературным группам, общее количество статей по литературным группам, скажу, 70, 66,
Так, количество слов, слов и даже использовано у нас. Все подсчитано. То есть категорически через компьютерную систему это проводилось. И скажу, сколько здесь. Раз, две, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 страниц названий статей рассмотрено. Я говорю, в течение 6 лет мы это все рассматривали. И, конечно, было терпение финнов, нас приглашали, 6, каждый месяц, то есть каждый год я выезжал на месяц, то есть на 2 месяца в октябре месяц и в марте месяц. Вот на этим материалом. И правда, Валентина Ивановна почему-то монографию не издала. Возможности не было, но все-таки университет поддержал вот это. По Макшанским, да, не удалось издать? По Макшанским не удалось издать? Да, она не издала. Материал у нее дома хранится, но я все-таки вот эту монографию издала. И статистики огромное количество материала интересного. А как, если в Саранске прислушаются к пожеланию нашей инициативной группы и откроют музей памяти жертв политических репрессий, который есть в немалом количестве городов. Уже сделано давно, вот я говорю, даже у той племянницы Рябова несколько раз обращалась она и к правительству. Но я думаю, что этот вопрос надо будет ходатайствовать еще обязательно. А материалов у нас музейных, статей достаточно будет, чтобы представить то время, представить биографии людей, выдающихся, которых у нас отняли? Над этим занимались еще другие историки, особенно. Я этим вопросами занимался, как его, Владимир Кузьмич Аврамов. С ним вы по этому поводу беседовали, нет? Мы договорились попозже. Он непосредственно этим занимался. Непосредственно. У него даже, по-моему, даже книга есть по этим, как там называлось, эти репрессии, это своеобразный еще. Да, о мордовском народе у него несколько книг. Да, я тоже планирую прочитать, пока. С историками надо обязательно по этому поводу. Он вошел в нашу инициативную группу. Я делал на языковые возможности, естественно, языковые явления, а они больше на политические, естественно, историки. С историками обязательно надо очень плотно связываться и беседовать. А родственники репрессированных, мне кажется, они до сих пор молчат. Она жива или нет, я не могу сказать сейчас. Она приезжала много раз, на съезды приезжала, и потом после съездов непосредственно со мной беседовала. Институт национальный гуманитарный институт, Юрченкова обращалась и так далее, и так далее. Михаил Васильевич, даже в Саранске были расстреляны 1000 людей, если 2 книги памяти сложить. Институт национальной культуры, тогда называлось Институт национальной культуры, именно те работники культуры, работники то есть это литературной, как называется, редакции журналов, по сути, эти в большей степени страдали, потому что они выдвигали идеи развития национальных особенностей малочисленных народов. И их расстреливали и убивали им приписывали национализм. Я вам скажу, в 1992 году был первый съезд финно-угорских народов России. Это съезд Афона. И тогда на съезде выступил и сказал: до сих пор, 1992 год, господа, и до сих пор так на весь этот коллектив съезда, то есть я говорю, на весь контингент съезда, там 300 человек с лишним, наверное, было делегатов, я сказал: до сих пор репрессии Сталина витают в воздухе, это отношение в воздухе витает, и поэтому у нас имеются чиновники, которые боятся, что их обвинят в национализме до сих пор. Просто столько времени, 50 лет, начиная, с 40-го года, если сказать, 92-й год. Тем не менее, я говорю, витает эта идея, то есть обвинения в воздухе до сих пор. И люди боятся об этом говорить. А почему боятся об этом говорить родственники расстрелянных? Ведь у нас были 1000 расстрелянных. По сути, родственники. Где они? Я бы тебе сказал, родственники
наверное, устарели большей части. Их, конечно, разослали по всей которые стране. имели такое настроение. А вот молодежь по этому поводу сейчас, может быть, просто не хочет эту тему, вот ваша инициативная группа этим занялась, может, молодцы. Но не хотят просто, неприятно этим заниматься, честно говоря. Больно. Ну, больно, да, именно, неприятно, или, можно сказать, да, более твердо, это больно, да. Тяжело этим заниматься. Я говорю, читал газеты, вот эти тексты и так далее, и то в течение, то есть просто с Валентиной Ивановной, она была деканом в пединституте в свое время. Она тоже говорит, я устала от этих вот текстов. Я предлагал тогда дать выборочно эти тексты читать, говорю, а не все газеты. Мы просматривали все газеты. А тогда выходило 365 номеров в год. Каждый день, в субботу, воскресенье обязательно. И газеты были размером, ты старые газеты видел, какие размером? Да, я вот эти газетные материалы я брал в Химках, в Москве. Очень широкие, да? Большие 4, например, а если там, то есть доклад Сталина или доклад кого-нибудь из членов Политбюро, это было 8 страниц размером, вот я вот сказал, как нарисовать это, то есть 4. Ну, можно размахом руки, Михаил Васильевич. А то на Вот столе... Вот, это одна страница, вторая, третья, четвертая, это минимум. Газета была, 4 страницы. Около... И материал набирали, метра. представляете? Угу. Вот. А за счет чьих И средств это? ежедневно газета 365 номеров. Ежедневно. Ежедневно. И, то есть фильм заставлял нас эти вещи смотреть, постоянно читать. За счет государства. Материал. За счет государства это сдавалось, да? В смысле, Газета, конечно, да, конечно, безусловно. А когда были вот доклады каких-то съездов и так далее, они по 8 страниц были, вкладыши были даже более. Вот такая картина была. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что в нашу инициативную группу по увековечению памяти и восстановлению доброго имени жертв политических репрессий на территории Мордовии вошел доктор филологических наук, заведующий сектором Межрегионального научного центра финно-угроведения, профессор кафедры финно-угорской филологии, заслуженный деятель науки Республики Мордовия и Российской Федерации Михаил Васильевич Мосин. Спасибо вам большое, Михаил Васильевич. Все, спасибо тебе. Только говорю.